Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши Кушара. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях дня сегодня в программе. Сотрудниками МВД обнаружена еще одна действующая майнинг-ферма. Все устройства для добычи криптовалют изъяты. Что случится, если соорудить строение прямо над руслом реки? Житель улицы Гумская просит спасти его домовладение и пристройку, которому угрожает оползень. 18 мая в республике пройдет ежегодная акция «Ночь в музее». Каким будет формат мероприятия в этом году и какую программу подготовили организаторы? В Абхазском государственном университете открылась выставка работ студентов отделения искусств. 17 мая дипломатические работники Абхазии отмечают профессиональный праздник. Внешнеполитическое ведомство республики было создано 29 лет назад, 17 мая 1993 года, во время Отечественной войны народа Абхазии. Первым министром иностранных дел был Саид Таркил. В разные годы МИД возглавляли Сократ Джинджоlia, Леонид Лакербая, Константин Озган, Сергей Шамба, Игорь Ахба, Максим Гвинже, Вячеслав Чирикба, Даур Кови. Коллектив Министерства иностранных дел поздравил президента Аслан-Бжаня. Абхазская внешнеполитическая служба обеспечивает защиту и продвижение национальных интересов, расширение международных контактов, решает другие важные вопросы, говорится в поздравлении главы государства. Аслан-Бжаня отметил особую роль в становлении ведомства ветеранов внешнеполитической службы. По словам президента, коллективу МИД, опираясь на достигнутые результаты, необходимо усиливать работу внешнеполитического ведомства, в том числе по достижению широкого международного признания, наращиванию взаимовыгодного сотрудничества с партнерами. Пожелав абхазским дипломатам успехов, Аслан-Бжаня выразил убеждение, что коллектив МИДа будет эффективно работать и добиваться высоких результатов на благо республики. С 29-й годовщиной создания ведомства поздравил спикер Народного собрания Лаша Ашуба. Накопленный министерством в сложнейшие годы становления республики опыт уже в современных реалиях способствует более успешному продвижению национальных интересов, говорится в поздравлении спикера. Рассчитываем, что традиции взаимодействия Народного собрания и Министерства иностранных дел будут служить дальнейшей конструктивной работе, подчеркнул Лаша Ашуба. С Днем дипломатического работника Абхазии своих коллег поздравил глава внешнеполитического ведомства Инал Арзанба. Министр подчеркнул, что сегодня главная задача МИДа – защищать и отстаивать интересы государства. Инал Арзанба выразил уверенность, что совместными усилиями важные для страны результаты будут достигнуты. К другим новостям. В селе Яштуха Сухумского района сотрудниками МВД обнаружена действующая майнинг-ферма. Аппараты изъяты и помещены на хранение в специализированный склад. В отношении владельца составлен административный протокол. Все подробности в репортаже пресс-службы Министерства внутренних дел. 16 мая в ходе реализации оперативной информации в селе Яштуха Сухумского района сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Республики совместно с СОБР и Департаментом по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Республики была обнаружена незаконно действующая майнинг-ферма. На момент прибытия оперативной группы по вышеуказанному адресу работало 31 устройство для добычи криптовалют. Данная ферма принадлежала Ханчалян Араму Робертовичу, 1993 года рождения. Аппараты в количестве 31 единицы изъяты и помещены на ответственное хранение в специализированный склад. В отношении владельца фермы Ханчалян составлен административный протокол по части 2 статьи 96 прим. 1 Кодекса об административных правонарушениях Республики Абхазия. Общая мощность потребления подключенных аппаратов составила 43 киловатт. Что случится, если соорудить строение прямо над руслом реки? Житель улицы Гумская просит спасти его домовладение и пристройку, которому угрожает оползень. На место выехала наша съемочная группа и представители муниципального учреждения «Горстройпроект». Репортаж Гугуцы, Вардания. Валерий Ломья проживает на улице Гумская с 1968 года. Здесь протекает река Сухумка, а дом горожанина расположен очень близко к ее водам. После проливных дождей река вышла из берегов. Кроме того, образовался оползень. В результате разрушились подпорная стена и пешеходный мост. Когда вот началось вот это наводнение, все то и другое, приехали на трактором, очистили фундамент, поднялся наверх. А сейчас
Как вода пойдет, она сливается, падает, стенки падают. К дому прямо через реку Валерий возвел небольшую пристройку. Сооружение находится на русле реки и, естественно, мешает прохождению воды. Через мост что построено, это что? Это лавочный цех построили, чтобы выходить с положения, чем-то жить дальше. А она уже, вот здесь посмотрите, вот на углу, она провалилась уже, дальше некуда. А было разрешение через реку А строить? через мост не строить, как разрешение я не спрашивал никого. Потому что мусор берут, бросают, здесь вонь, что творится. Весь район, все, который идет, утром идет, бах, пакет, слышь, вот что-то мусор бросают. Рядом Валерий также построил небольшой домик для внука. Вот внук живет здесь, домой не может попадать. Мы мучаемся через забор, через этот заходит. Я построил ему, чтобы он женился, мальчик отдельно захотел. Я не мог квартиру купить ему сейчас. Я думаю, своими силами там блок где-то нашел, где-то что-то построил. И они не могут домой попадать. Кстати, речку Сухумку капитально почистили в октябре прошлого года. Однако сейчас в ней опять накопилось много бытового мусора. Это тоже может быть причиной того, что река выходит из русла и образует оползень. Пускай материал завезут, бросят, я сам сяду и буду контролировать и сам сделаю. В ходе проверки выяснилось, что обычным материалом и силами рабочих этот вопрос не решить. Здесь нужны масштабные восстановительные работы. На место выехала комиссия администрации города Сухум. Специалистам муниципального учреждения «Горстройпроект» была обследована река Сухумка по улице Гумская. В результате специалисты выявили 3 основные причины оползня. Первая причина от того, что уже сам бетон обветшал, сама подпорная стена уже обветшала и не может нести функционал, который она несла раньше. Вот. И помимо бетона есть такие возведения на русле реки, которые мешают прохождению реки. Мы предоставим проектно-сметную документацию главе, и глава будет принимать решение до конца этого месяца. Сметно-проектная документация пока не составлена. По словам специалистов, здесь необходима большая и очень дорогостоящая работа. Гугу Савардания, Раму Камки, Абхазское телевидение. Министр культуры Даур Кове с рабочей поездкой посетил Кабардино-Балкарскую республику, где состоялась встреча с министром культуры КБР Мухаддином Кумаховым, сообщает пресс-служба Минкульта. Обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества. Даур Кове подчеркнул важность подобных встреч и выразил надежду на реализацию в текущем году ряда обменных мероприятий. 18 мая в республике пройдет ежегодная акция «Ночь в музее». Каким будет формат мероприятия в этом году и какую программу подготовили организаторы? Об этом рассказали руководители музеев, участников акции на пресс-конференции в Сухуме. Репортаж Шазины Ханагуа. Ежегодно 18 мая музейные работники отмечают профессиональный праздник «Международный день музеев». В этот день во многих странах мира проводится акция «Ночь в музее». Основная цель мероприятия – показать возможности и потенциал современных музеев, привлечь самую широкую аудиторию к музейному наследию и сохранить историческую память. В Абхазии акция проводится с 2015 года по инициативе Государственного музея Абхазии. Поддержку ежегодно оказывает и Министерство культуры. Как и всегда, Госмузей подготовил очень интересную программу, в рамках которой предусматривается и открытие новых залов. Во время акции «День музея» все те, кто попадет первый раз, это будет замечательно. Они ознакомятся со своей историей, причем истории ранней основания нашей республики, увидят все отделы, откроются новые залы, которые будут представлены для посещения. Это залы советского периода, залы археологии. Я думаю, все будут довольны.
В Госмузее намечается еще много интересного. Начало акции здесь запланировано в 20:00. В литературно-мемориальном музее Дмитрия Гуля акцию «Ночь в музее» проводят с 2016 года. Здесь основное внимание будет уделено поэзии. Откроется экспозиция, посвященная писателям, участвовавшим в Великой Отечественной войне. В этом году музей получил в дар от дочери абхазского писателя Чичико Джонуа его письменный стол, рукописи, книги, печатную машинку. Все это будет представлено в рамках экспозиции. Кроме того, состоится презентация двухтомника Гунды Саканя. Писатель не только непростой участник войны, непростой фронтовик. Это офицер, который был ранен несколько раз и до звания полковника дошел вот во время войны. И очень интересная его история, очень интересна его биография. И поэтому мы хотим с этим ознакомить не только с этим, но и с другими, с биографиями других участников Великой Отечественной войны. Это одна часть. А вот во второй части мы хотим полностью посвятить вторую часть поэзии. Будет чтение стихов, обмен мнениями. То есть это будет интересный вечер. Государственный музей боевой славы имени Владислава Арзанба начнет свою программу в 18:00. В музее будут представлены созданные в период пандемии экспозиции. Посетители также смогут увидеть автомобиль первого президента Владислава Арзанба. Будут проходить экскурсии для школьников, а также состоится концерт. Шазина Ханаго, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. В Абхазском государственном университете прошла итоговая выставка работ студентов отделения искусств. На экспозиции присутствовали ректор АГУ Олег Угварамия, руководитель отделения искусств Мукзар Логуа, профессорско-преподавательский состав, студенты и наша съемочная группа. Репортаж Эсма Гуланзе. Натюрморты, портреты, пейзажи, жанровые картины. Часть из них посвящена военной тематике. Все эти работы принадлежат кисти студентов отделения искусств. Выставка демонстрирует творческий рост начинающих художников и результаты их обучения. Картина студента второго курса Никиты Щукина «Видно Кындых» стала результатом однодневного пленэра. Больше люблю писать портреты, но в тот день, когда мы отправились писать природу вместе с моими однокурсниками, я решил попробовать наконец-то пописать природу, и у меня очень хорошо вышло, я думаю. Это был какой-то внезапный порыв, мне очень понравились виды, и я, бросив все дела, резко начал работать, не отвлекаясь, бросил всех своих однокурсников, раскрыл этюдник и начал работать очень быстро. И это у меня всего за минут 20 получилось написать. Помимо живописных картин, на выставке представлены работы студентов направления дизайн костюма. Этот эскиз студентка 4-го курса Камила Сичинава писала от руки маркерами и гелевыми ручками. По словам начинающего дизайнера, к созданию коллекции ее вдохновил принт «Полоска». Предмет называется «Основы теории методологии». В данном случае использованы разные варианты, такие как карикатура. Из выбранных эскизов выполнен коллекционный ряд. Комбинаторика разная, графика использована, карикатура. Вот. Представлена также афиша к этому коллекционному ряду. Отделение искусств – структурное подразделение университета, созданное 5 лет назад. Главная цель работы – развитие и реализация творческого потенциала студентов, с которыми работают педагоги, увлеченные своим делом. Они учат молодежь видеть и понимать красоту жизни и создавать ее вокруг себя. В конце мая, когда мы подытоживаем учебный год, всегда проводим подобного рода выставки. Но в этом году есть одно особое отличие. Мы эту выставку посвящаем 77-летию Великой Победы. И еще мы, конечно, для нас это репетиция к 90-летию Абхазского государственного университета, которая пройдет официально где-то в октябре месяца. В 1991 году в АГУ открылась специальность изобразительное искусство, а затем и кафедра. С годами кафедра осваивала новые формы и методы обучения, пополнялась профессиональными кадрами. Сегодня отделение искусств охватывает несколько направлений: изобразительное искусство, станковая живопись, дизайн костюма, графический и ландшафтный дизайн.
Приходит время сегодня создания отдельного факультета. Вот когда мы будем праздновать 90-летие нашего вуза, мы обязательно объявим, что у нас создан факультет искусств. Те, которые, ребята, уже учатся и будут поступать, это те, которые будут учиться уже на факультете. Выставка как подтверждение тому, сколько талантливых и творчески одаренных молодых людей в стране. В адрес молодых художников звучали поздравления и пожелания успехов. У меня всегда очень большой интерес проявляю, особенно к графическому дизайну. Я хочу объяснить почему. Вот мы издавали материалы научной конференции, посвященной Ардзенба, материалы научной конференции, посвященные Тракш. И это оформили ваши студенты. Художник, как всегда, это больше, чем художник. Это творец, это мыслитель, это создатель. Поэтому всем вам желаю в этой жизни и творчески реализоваться, и вот как-то в нашем таком сложном, но интересном мире найти свое место художника. Для студента первая выставка – очень важный и волнительный шаг. Ведь картинам обязательно нужны зрители и советы от настоящих профессионалов. Эсма Гуланзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Министерство обороны Абхазии объявляет прием документов на обучение в высших военно-учебных заведениях Министерства обороны Российской Федерации. Прием документов будет проводиться с 23 мая по 21 июня в Министерстве обороны Республики с 10 до 15 часов с перечнем специальностей и необходимыми документами для допуска к вступительным испытаниям можно ознакомиться на КПП Минобороны. Телефоны для справок 229 77 47, 229 77 28. 18 мая в Сухуме стартует открытый международный шахматный турнир «Мемориал Чанба-2022». Соревнования будут проходить в шахматной школе имени Карпова и завершаться 26 мая. «Мемориал Чанба» – ежегодный турнир, посвященный памяти известного государственного и общественного деятеля Абхазии Юрия Чанба. С его именем связаны реконструкция аэродрома Бабушара, открытие троллейбусных линий в Сухуме. Он также является первым председателем Федерации шахмат Абхазии. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 18 мая на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 9-14 градусов, днем 19-24 градуса. Температура морской воды 14 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.